1 минута осталась, мне надо ехать. Не лишние минуты на остановку. Нужно следовать плану. Анвар Хакимов, водитель автобуса 33-го маршрута, одного из самых протяженных в Казани, не скрывает. В день нужно сдать выручку на 9 тысяч рублей. Иначе минусуют зарплату. Если не даешь план, не будет, зарплата же меньше выходит. У каждого маршрута свое расписание, свой интервал движения. Но стараясь набрать больше пассажиров, поездка порой превращается в гонку. Конкуренция зашкаливает. В Казани 14 автотранспортных предприятий. В ГИБДД второй год подряд фиксирует рост числа аварий с участием водителей автобусов. Основная причина – погоня за выручкой. Правительство республики выпустило постановление исключить зависимость доходов от плана. Казани и Челнам, где ДТП происходит чаще, поручено до 1 марта изучить опыт Самары. Организация расписания движения автобусов так, что они одновременно отсутствуют на остановках в одно и то же время. А самое главное, начисление заработной платы водителям зависит от четкого соблюдения графика движения, безаварийной езды и количества рейсов, а не от количества выручки. Водители переживают, если планы отменят, зарплату не убавят. Все бросят работу. План не будет, зарплата не будет, мы откуда будем дети кормить? В Челнах готовятся ввести кассовые аппараты и видеонаблюдение, чтобы контролировать водителей, что попало в кассу, а что мимо. Но вот как начислять зарплату? Посадить водителя на оклад. Работает он, не работает, есть выручка, нет выручки, ведь дотационной части участников вообще нет. Нам никто ничего не датирует, кроме как льготников, пенсионеров возим до 15 рублей. Как вариант, можно сделать премии в зависимости от соблюдения графика, считают некоторые депутаты. Но убрать планы по выручке совсем не получится. План будет у кондукторов. Вот кондуктора будут, к большому сожалению, более грубее, наверное. Но они будут работать. Опыт Самары изучать я не вижу, там частник диктует. Пассажиры же за нововведение. Так будет безопаснее, говорят они. Падение людей в салоне по вине водителей – самая частая травма. Друг друга не будут обгонять. Этих аварий меньше будет. Переработку уж пусть нам платят. И они не будут гонять. Они будут знать, что у них все равно будет зарплата хорошая. Если опаздывают, они гонят. Куда деваться? В любом случае, до 1 августа исполкомом поручено принять меры по снижению аварийности с участием автобусов. Как это будут делать частные муниципальные перевозчики – вопрос только времени. Анна Городова, Марат Зайдуллин, Рамиль Закиев, ТНВ, Казани, Набережные Челны.